Наш эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. В республике продолжается реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сколько километров дорожного полотна отремонтируют в этом году? В Москве подписано соглашение между Открытым университетом Сколково и технопарком Якутия. Что такое навигатор инноватора и как принять участие в программе? Якутия – самый читающий регион в стране. Сегодня отмечается Общероссийский день библиотекаря. На реках Якутии обстановка спокойная, ледоход движется согласно прогнозам. По информации регионального МЧС, на реке Лени лед проходит Жиганский и Булунский районы. Уровни воды намного ниже критических. 28-29 мая ледоход ожидается у поселка Кюсюр. Движение льда на реке Колыме наблюдают на территории Нижнеколымского района. У поселка Колымская высота воды ниже критических значений на 100 сантиметров. Взлетно-посадочная полоса аэропорта Зырянка освободилась от воды. Воздушная гавань работает в штатном режиме. На реке Алазея наблюдается разрушение ледового покрова. Продолжается повышение уровней воды с интенсивностью от 20 до 70 сантиметров в сутки. Для населенных пунктов угрозы нет. Из-за подъема уровня воды на реке Лени в районе подходного канала Речпорта Якутска произошло подтопление судна. Образовалась нефтяная пленка. Предварительная площадь загрязнения составляет 250 квадратных метров. В настоящее время уточняются объемы разлива нефтепродуктов, ведут локализацию загрязнений. На месте происшествия работает транспортная прокуратура, полицейские на транспорте, экологи и Росприроднадзор. Теперь к лесным пожарам. 12 природных возгораний продолжают действовать на территории Сунтарского, Нюрбинского, Верхоянского и Тампонского районов. За сутки ликвидировано 3 возгорания на площади 14,5 тысяч гектаров. Борются с огнем более 200 человек и 30 единиц техники. За сутки проинструктировано о мерах пожарной безопасности в лесах порядка 200 человек. На особом контроле Главного управления МЧС по региону находится обстановка в Нюрбинском районе, где у села Мар продолжает действовать крупный пожар на площади 80 гектаров. Разрушенная кровля, покосившийся фасад, черная плесень и прогнившие стены. Более 6 лет жители дома по улице Билибина в Якутске вынуждены выживать в нечеловеческих условиях. В 2015 году здание было признано аварийным, но до сих пор жильцов не переселили. Насколько все плохо сегодня, узнала Сарглан Неустроева. Глядя на этот дом, сложно поверить, что в нем до сих пор кто-то живет. Однако это реальность местных жителей. Вот уже 6 лет они ждут заветные новые квартиры по программе переселения. Вообще невозможно жить. Все время заливает летом. Сейчас у нас это отопление отключили, и поэтому у нас вообще холодно, сыро. Вообще у меня вот артроз, и у меня уже болят вот эти. Ночью ноют. Многие из жильцов давно подали заявление на предоставление жилья из маневренного фонда и уже благополучно съехали. Но некоторые по разным причинам все же остаются. Ой, не надо, мы уже один раз такой наткнулись. В 2015 году. Наши квартиры продают, на нас работают люди и продают наши квартиры. А мы вот тут живем, манерное жилье. Не надо мне никакого жилья, я и в этом болоте поживу. А Нургустана Максимова, несмотря на все желание, съехать из этого дома не может. Хотя в марте этого года женщина получила постановление суда в свою пользу о предоставлении жилья из маневренного фонда. Но оно еще не исполнено. С заявлением о предоставлении временного жилья обратились всего лишь 3 жилых помещения. Одному было отказано по статье 95 Жилищного кодекса, поскольку имеется уже иное жилое помещение. Согласно этой норме гражданам, не имеющим иного жилого помещения, может быть предоставлено временное жилое помещение из маневренного фонда. На проблемы этих семей обратила внимание уполномоченная по правам человека Сардана Гурьева. Как нам заявили ее представители, на днях омбудсмен посетила аварийный дом и взяла ситуацию под собственный контроль. Кроме того, новые квартиры по программе переселения жильцы дома получат уже в конце этого года. Сарглана Неустроева, Григорий Охлопков, Джилустан Иннокентьев, Якутск.
В республике продолжается реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Так, дорожное полотно начали класть на въезде в село Хатацы, это пригород Якутска. Всего будет заасфальтировано 4 километра 800 метров. Кроме того, в апреле этого года там была проведена замена водопропускных труб на 2 участках дороги, что обеспечит качество проводимого строительства. В целом на реализацию нацпроекта в этом году подрядчику необходимо освоить около 2 миллиардов 800 миллионов рублей в городе Якутске, Хангаласском и Нюрбинском районах. При этом всего в 2021 году на строительство дорог по республике предусмотрено порядка 5 миллиардов, а объемы работ превышают 250 километров дорожного полотна. У нас 26 объектов в целом, по всей территории республики, на разных дорогах, на разных участках. И где-то работает порядка 20 подрядных организаций, разные подрядные организации. В этом году будет построено и отремонтировано по республиканским дорогам 216 километров. Это по республиканским дорогам. И на территории города Якутска 48 километров. Все эти работы они будут выполнены до октября месяца. В Москве подписано соглашение между Открытым университетом Сколково и технопарком Якутия. Стороны договорились о проведении в республике преакселерационной программы «Навигатор инноватора». Ее участниками бесплатно могут стать студенты, аспиранты, ученые, инженеры, которые ведут разработки в инновационной сфере. Обучение начнется 22 сентября. За несколько дней лекций и практических занятий в командах молодые люди смогут узнать, как продвигать свои идеи перед потенциальными инвесторами и как сделать продукт коммерчески привлекательным. Во время программы участников будут сопровождать наставники, представители сферы бизнеса и образования. Те люди, у которых есть какая-то идея инновационная, получат ответы на вопросы, как нужно эту идею реализовать, как лучше ее реализовать, какие способы есть различные, получат навыки упаковки этой идеи, продвижения ее дальше в жизнь. И, получается, Сколково дает полный набор, перечень, то есть вариантов, как лучше это сделать, где можно взять инвестиции, как Сколково может потом тоже помочь. То есть такой полный анализ такой. И после этой программы у человека появляется ясное видение, что нужно делать, как нужно делать. Регистрация участников откроется на сайте Открытого университета Сколково. Программа завершится 25 сентября демо-днем, на котором команды представят свои проекты экспертному жюри из представителей науки, бизнеса и институтов развития. Также по итогам интенсива участники получат сертификат от университета Сколково для грантополучателей по программе «Умник». Кроме того, в Сколково прошла крупнейшая в Европе стартап-конференция для предпринимателей и ученых со всего мира «Стартап Village». Форум приурочили к юбилею полета Юрия Гагарина в космос. В прошлом году из-за пандемии мероприятия проходили в онлайн-формате. В этот раз все желающие смогли посетить и очные площадки. Своих резидентов на конференции представил и технопарк Якутия. Настоящий праздник новых идей. Стартап Village традиционно собирает инноваторов, бизнесменов, ученых со всего мира. Это прекрасная возможность рассказать о своих разработках и найти инвестора. Наши проекты, в том числе и резиденты Сколково, как раз ищут здесь индустриальных партнеров, потому что 2 дня здесь работаем, очень много людей подходят. Допустим, компания Skyberia, которая обучила машину сканировать снимки компьютерной томографии легких, выявлять автоматически ковидную пневмонию, которая установлена у нас уже в 18 больницах районных в республике и обработала больше 10 тысяч снимков, то есть которая в бою себя очень хорошо показала, заинтересовала коллег из Бразилии. То есть буквально они прямо обменялись визитками и говорят: давайте, ребята, попробуем запилотировать у нас в Бразилии. Сама система также позволяет автоматизировать рутинные процессы врача-рентгенолога, подготовить описание по определенным шаблонам. Там есть встроенный конструктор протоколов, отчетов. Там время на обследование снимков сокращается. На стартап Village приехали 4 резидента технопарка Якутия. Образовательная платформа «Скиллометр» представила свою инновационную систему, которая помогает анализировать и совершенствовать те или иные навыки специалиста, чтобы сделать его конкурентоспособным на рынке труда. В настоящий момент мы разработали модель, которая способна сканировать рынок труда, выявлять наиболее популярные профессии, исходя из этих данных, генерировать образовательные треки для того, чтобы студенты или
образовательные организации могли использовать эти образовательные траектории. Еще один якутский проект, который заинтересовал участников форума, это поисково-спасательный маяк. На различных участках территории, где предположительно потерялся человек, размещаются такие небольшие конструкции, которые издают звуковой сигнал. Мы выяснили, да, что автомобильный гудок – самое лучшее, что может человек услышать в лесу. Эта разработка действительно издает звуковой сигнал на расстоянии где-то 3 километра. Человек его слышит, подходит, нажимает кнопку, и через сеть вот этих маяков мы видим, где он именно находится. Еще больше своих разработок компании из Якутии представили на онлайн-площадках форума. В этом году он проходит в гибридном формате. А в общей сложности 1000 стартапов и специалистов из России, Кореи, Италии, Катара и других стран смогли принять участие в конференции. Максим Кардозу, Виктор Ольцев, Москва. Сегодня отмечается Общероссийский день библиотекаря. В России работают около 40 тысяч библиотек. Национальная библиотека республики является одной из богатейших на Дальнем Востоке. Ее книжный фонд – более 1 миллиона экземпляров книг и печатных изданий. Из них 55 тысяч наименований входят в каталог электронной библиотеки. Через интернет можно почитать классические произведения якутских писателей. Кроме того, в электронный каталог включено множество научных изданий и материалы переписи населения 1927-28 годов. Отмечу, что в прошлом году Якутия стала самым читающим регионом в стране. На сегодня коллектив Национальной библиотеки является куратором республиканского проекта «Читаем все». Мы занимаемся оцифровкой книжных фондов, периодических изданий, иных изданий в настоящем формате. Собственно, сканирование – это у нас перевод физического носителя в электронную форму. Полученным образом у нас происходит обработка, а после обработки мы направляем материалы на размещение в электронную библиотеку. В среднем в день у нас порядка 4000 страниц идет обработки. Это у нас идет обработка на книжном сканере, профессиональном, он же планетарный сканер. Также у нас есть оцифровка на планшетных сканерах книжного фонда, который позволяет это сделать. Премьерный показ фильма о забеге в Якутии ультрамарафонца Паоло Вентурини состоялся накануне. Картина «Monster Frozen» снята бывшим итальянским полицейским, пробежавшим на полюсе холода более 39 километров при 52 градусах мороза. На показе присутствовал посол Италии в России Паскуале Террачано и другие официальные лица. Человек не знает пределов своих способностей и, обладая подготовкой, мотивацией и современными технологиями, которые его поддерживают, может делать вещи, выходящие за границы принятого и описанного, отмечает Паоло, рассказывая о своем свершении. Также марафонец презентовал свой будущий проект «Байкал», в ходе которого итальянец планирует сделать то, чего еще никто до него не делал. Пробежит 630 километров по замерзшей поверхности озера Байкал. К этому часу это все новости. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.